Будем здесь пока учиться. В санатории «Жемчужина» набережных Челнов каждый родитель с трепетом провожает свое чадо в школу. Теперь по утрам детей будет забирать специальный автобус. Пятиклассница Лиза приехала из ДНР с мамой и пятилетним братиком. Познакомиться со школой уже успели. Настроение хорошее, потому что школа мне нравится. Очень хорошая школа. Большая, и бассейн есть, да? Да. Они почти не учились, я вам хочу сказать. Все время бомбили под бомбежками, сидели в подвалах, так что почти не учились детки наши. У нас она сегодня английский, русский родной язык. В рюкзаке пятиклассницы Софии все принадлежности для учебы. На школьнице новая форма. Всем этим детей, вынужденных переселенцев, обеспечил город и местная швейная фабрика. София с мамой из Мариуполя. Дети там не занимались. Им сейчас очень тяжело адаптироваться к этому всему. Большое количество программ пропустили. Теперь переживаем, как мы будем это догонять. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Эльмира Фазадиновна. С сегодняшнего дня я ваш новый классный руководитель. Я надеюсь, вам очень понравится в нашей школе. В челнинские школы пошли 38 ребят. Их распределили по нескольким учреждениям. Большинство детей, живущих в «Жемчужине», будут учиться в 14-й гимназии, которая открылась в прошлом году. Учебниками мы их обеспечили, экскурсии провели. Контакт с детьми налажен, детки у нас добрые, открытые. Организовано двухразовое бесплатное питание, завтрак, обед. Наша основная задача, чтобы дети, во-первых, влились в школьный коллектив, чувствовали себя здесь комфортно, удобно, а уже учителя в процессе образовательного процесса как раз будут смотреть, видеть, где есть пробелы, что нужно подтянуть. К Казанской школе номер 15 по микрорайону относится санаторий «Ливадия», где сейчас живут 150 вынужденных переселенцев, почти все из Мариуполя. Сюда приняли 20 учеников со 2 по 11 класс. Полине Гапоновой 12 лет, училась в 56-й школе Мариуполя, ходила в театральный кружок и играла на пианино. Ребят перевели на дистанционное обучение, потом прекратилось и оно. У нас не было ни интернета, тут даже интернет это не главное, у нас не было газа и воды. Глеб Кузнецов свою жизнь хочет связать с политологией, увлекается историей и гуманитарными науками. Теперь есть возможность полноценно изучать русский язык и литературу. Рассказывает, в мариупольской школе русский был в качестве факультатива раз в неделю. До этого было 2 урока в неделю, а потом после переквалификации был только 1 урок в неделю. То есть у нас постепенно отменяли, потому что больше всего с каждым годом становилось украиноязычных классов. То есть там через года 2-3 уже бы русского языка в нашей школе не было. Сейчас в расписании будет 2 урока литературы и 3 русского языка в неделю. Кроме того, надо привыкнуть к оценкам. В украинских школах система 12-бальная. Первоочередное для нас – это чтобы дети чувствовали себя в безопасности, чувствовали, что они в первую очередь дети, а не взрослые. То есть сохранить им детство. Понятно, что система образования Украины немножечко отличается от нашей, но я думаю, что с этим мы справимся, и дети с этим справятся. С детьми будут работать психологи, чтобы помочь справиться со стрессом. Такую же работу планируют вести и с родителями школьников. Лина Знатульна, Марат Зайдулин, Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.